То, что в горах аварцы нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимается в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ними тусуются, и ваши семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Подрусский выродок из аварского народа Деньга Халидов заявил, что в случае возникновения открытых военных столкновений между Россией и Азербайджаном, на добровольно-патриотической основе встать под ружье готовы до 3000 народных дружинников-аварцев. Также указывает, что не стоит ждать, формирование народной армии уже сейчас должно происходить. Эксперты видят в этом желание присоединить территории проживания аварцев Азербайджана. Тема эта последние годы сильно обсуждается в аварских кругах, особенно почву к этому подготавливали аварские историки. Сам Халидов не является аварцем, но всегда и везде гнет линию, как говорят в народе, Умаханшину, и полностью является человеком с Умаханова. Мы напоминаем, что он призывал в прошлом году создать армию в 50 000 человек против Чечни. История политических взглядов у Халидова широка, как и его призывы. В середине 90-х призывал взяться за оружие против центральной власти. В конце 90-х был идейным вдохновителем вторжения в Дагестан Хаттаба и Шамиля. Но всегда на свободе и при госдолжностях. История политических взглядов Халидова отличается крайним радикализмом. В середине 1990-х он призывал к вооруженному сопротивлению федеральной власти, а в конце десятилетия, по ряду свидетельств, был одним из идейных вдохновителей вторжения в Дагестан отрядов Хаттаба и Басаева. Несмотря на это, он всегда оставался на свободе и даже занимал государственные должности. То, что в горах аварцы ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. خلق دیا سیسس دیا هر درک دنیتان تندیازده یا الله تنحية طيوريوج تنحية خلق يا الله يا الرحمن يا الرحيم أطبيخ يقوك قاعدون سونبزا أتكي بردات هر قمدات يا الله يا الرحمن يا الرحيم يا القدوس السلام المؤمن الوهاب يا الله خلق ديا قام نخش قام خلق ديا سيسس ديا قمدات يا الله هوك دنيا جو последний قام ديا هوك هما يوسم شيا هوك غور حييتا هوك نيس حييتا هوك تروى حييتا هوك حيق حييتا
وخاجت نور حقيقة يلا خلق فيها أرقام يلا ايه يا تتابع فيها تتانك حقوق لغين معزيلي يونوحشي يتعدين عقلك فشلت النحو بلودك بلا دا يلا قتشول بلا. То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже.